Привет, друзья! Так, продолжаю. Сейчас я наушники сниму, Bluetooth выключу и музыку вытащу, чтобы вместе слушали. А то меня спрашивают, комментировать надо. Под музыку буду комментировать потихоря. Сегодня я покажу, чем занимаются японцы 3 января, выходной. Пацанов каникулы, видите, балдеют ходят. И пенсионеров местных. Так, едем. Сейчас я выключу и подсоединюсь. Это речка Уди, мой район. Это специальная дорожка, велодорожка, пешеходная дорожка, чтобы спортом заниматься. Видите, там девушка прыгает на этих брусьях. Пацаны, это так как солнце сильно сегодня, я одену очки. И в Японии масочный режим не отменен. Но они же японцы, они же придумали, видите, чтобы маски носить, они прям брендовые маски. Поэтому, чем без маски, лучше в брендовой маске ездить. Правильно, да? Вот так вот. Едем дальше. Итальянскую музыку вам поставил. Бабушка с утра ходит, занимается физкультурой. Это с вертолета видно будет, какая дорога. Видите, белыми красками написано прям. Видно, да, мне? Вообще, новогодние праздники проходят до Рождества, 25-24 самые такие. Этот район раньше был пустой, здесь рос зеленый чай, но хозяин, наверное, скончался, и дети продали этот участок земли под строительство домов. Вот видите, здесь стандартные японские дома, двухэтажные. Между прочим, в этом районе земля очень дорогая, где-то один дом будет вместе с землей обойдется где-то 300-350 тысяч долларов. Я говорю в долларах, и 1 доллар 100 йен, типа такого. Едем дальше, ребята. Так, он дедушка волонтером занимается, видите, убирает, стригет, порядок наводит. Здесь при раскопках нашли старый японский склад типа чая здесь. Видите, там типа музеем сделали. Там на велосипеде ездить нельзя. Вообще Уди — это родина зеленого чая. Последние 2 года там построили этот музей прям. В августе, уже 3-й год, они не проводят фейерверки. Здесь у нас 10 августа каждого года здесь у нас салют проходит именно города, нашего города. Я надеюсь, что в этом году сделают, и я сниму и покажу вам. Вот там музей зеленого чая. Здесь вот, пожалуйста, зеленый чай растет. Приезжих очень много. На Новый год все меня спрашивают, чем занимаются японцы. Японцы приезжают на свою родину. Обязательно возвращаются на свою родину. Вот видите, у него GoPro, он тоже ходит, снимает родину. Это у нас Джапан, это линии, где я поехал. А рядом частный Кейхан линия. Так все красиво оформили. Сегодня семейные пары все с детьми здесь гуляют, отдыхают. Тепло, сегодня 12 градусов. Приезжают сюда, наверное, сдалека приехали к внукам. И традиция запускать змеи, воздушные змеи, дедушки, бабушки. Воздушные змеи пускают.
гуляет там с внучками играть. Вот тут склад, типа раньше вот японский склад, там, если деньги заплатят, они вам экскурсию проведут, там покажут, все распишут. Это конечная станция частной линии Кейхан. Станция называется Удзи. Почему Удзи? Потому что вот река Удзи. Там высокое здание, тут мэрия Удзи. Сейчас мы проедем под мостом, и там выедем на мост Удзи. Летом я был, вот я почему я вам говорю, вот дорога, видите, да, на дороге, с вертолета видно с воздуха, какая это дорога. Ну, где, видите, бабушка не хочет, чтобы у нее этот белый загар, это, ой, в смысле, кожа, чтобы не загорела. Так вот. Сейчас я вам покажу здесь. Так. История парка. Здесь карта, что, где, как, все прям расписано. Это надо специально заходить. Я на велосипеде специально выехал, чтобы показать вам. Вот, видите, девушки идут специально в музей. На велосипеде удобно. Сегодня я без машины. Так, вот это, пожалуйста, станция Удзи. Отсюда вот зеленые сиденья, зеленый поезд, потом все ассоциируется с зеленым чаем. Таксисты здесь отвезут вас в любое место. Сегодня очень туристов много, вообще тут у нас храмы, они в списке ЮНЕСКО, поэтому даже телефонные будки, они, видите, у нас как оформлены, потому что если там есть храм Йодаин, который на 10-копеечной монете, о, видите, чиновник бегает. Наверное, депутат кыргызский. Вот так надо бегать, а не похмеляться. Ну, я шучу. Хотите прикалываться, хотите нет. Здесь впереди у нас суши готовят, ну, которые тарелки крутятся. Кайтен суши. Так, мой свет загорелся. Так. Здесь красный, надо подождать. Здесь это знаменитый Умучи-асан, я постоянно выкладывал. Сейчас я вам мост покажу, чтобы потом не возвращаться в мост. Здесь тоже, вот, пожалуйста, вот знаменитый мост у нас. Специальная площадка есть, можно фотографировать, видео снимать, любоваться можно. Он деревянный, история, там все написано. Ну, это тоже очень старый, лет, наверное, 400 уже этому магазину. Они мороженое делают, печенье делают из риса и зеленого чая вперемешку. Сегодня людей больше. Поедем в сторону моста, где храм. Я говорил, сфотографирует, что каждый квартал, каждый район имеет свой храм. Все идут. Можно на велосипеде, как можно на машине.
Ванюша возвращается. Вот сюда идет. За бабушкой пристроюсь, за женщиной. Тут вообще живут аристократы в основном. Земли они не продают, все передается в наследство. Это доставка холодной почты, в смысле продуктов, полуфабрикатов, поэтому шумная машина. Кафешки сегодня работают, нет? Работает. Такая архитектура, видите, чисто японская, белая, темно-коричневая. Поэтому я тоже в маске. Без маски люди на тебя смотрят и... А чё, правила не соблюдаешь, поэтому приходится в маске постоянно. Тут, пожалуйста, можно руки помыть в колодце. Там сидят, обедают, перекус делают. Тут туалет общественный. Пожалуйста, мужской, женский, отдельный. Чисто. Ресторанчик. Всюду продается. Так, ну, сможем проехать? Ну, давайте будем проезжать на велосипеде до конца. Вот, специальный свой храм, очень знаменитый храм, люди прям в очереди стоят, представляете? Так. Фонари белые, это фамилии спонсоров, местных чиновников, фермеров, крестьян. О, блин, смотрите, чтобы поклониться здесь. В очередь прям. Это только на Новый год так, представляете? Вы спрашиваете, чем японцы занимаются? Вот, пожалуйста, ходят, поклоняются своим богам, они же буддисты. Я как-то ходил, снимал, у меня есть видео, поэтому я не буду заходить туда. Это третий день они уже ходят, представляете? Третий день. Вообще, чтобы Новый год провести здоровым, счастливым и хорошим, надо сразу после колокола, после 12 часов ночи. Так, кстати, стоянку ищут. Ну, тут нету стоянки, наверное, они приезжие, поэтому не знаю. Так, я сейчас с этой стороны поеду. Сейчас остановлюсь и чуть-чуть разъяснение, да? Так, это мост, переход на островок. Эти деревья, видите, какие? Здесь в основном сакура, здесь в апреле прям все белые, розовые, прям все приходят своими убенто-боксами, ну, ланч-боксами и кушают. Сидят здесь, любуются цветами, видите, приезжие тоже. Жених и невеста ходят. Воды мало, обычно здесь река у нас летом очень полная, так сказать. Я чуть-чуть пройдусь, так покажу. Там есть памятник знаменитой японской писательнице. Можно
Там тоже стоянка есть, храм есть, можно подняться туда вверх. Здесь вот чайная комната, но сегодня она закрыта. Тоже можно подняться. Здесь вот магазинчик. Тоже давно, наверное. Вот холодильник приехал, здесь встал. Мне этот фон этот портит. Сейчас я вам покажу. Вот видите, в очереди же стоят. Да, многие приехали на поезде, поэтому на поезде удобно, быстро и экономично. Или как я на велосипеде вот так можно приехать. Вот, Окаяма со всей Японии. Сейчас вот тоже мостик, вот видите. Сегодня тепло, все греются на солнышке, фотографируются. Пожалуйста. Дедушка с бабушкой, наверное, помолились, сходили. Все спрашивают: Сапар, а ты молился? Извините меня, я советский человек, я ни буддизма, ни христианства, ни католиков не придерживаюсь. Да, я молюсь за всех своих родных, за близких, знакомых, чтобы все были здоровы, были счастливы. Вот, ребят, видите, островок. Видно, да? Автомобильный мост. Тут храм Бёдоин, он ЮНЕСКО, 10-копеечные монеты там. Сейчас я вам покажу, чем занимаются школьницы. Сидят, красятся. У них зеркала. О, красавица, видите, да? Веселье. Марафет наводит. Вот так вот, ребят. Все идут в храм. С детьми. Ну, на ту сторону я не буду ходить. Я уже снимал, показывал. Заходите на мой канал, там все есть. Все расписано, все показано. Вот. Сейчас я там спущусь. Покажу вам. Писательница там вот сидит. Мост заканчивается сям. Здесь с левой стороны каменная статуя. А здесь вот, по-моему, смотрите, как открывается. Тут, по-моему, семья, муж с женой сидят. И на этом все. Так, сегодня, значит, я выложил YouTube. Пожалуйста, заходите, смотрите. Интересно, чем Япония сегодня какая. Так много людей. Сейчас. Вот, пожалуйста. Видите? У них сзади стены такой фусума называется, видите? Красивая. Накрывается, расписанная. И тут, пожалуйста. А почему я говорю Бёдоин? Это вот Бёдоин на 10-копеечной монете, вот такой вот храм нарисован. Он находится на противоположной стороне. Кому интересно, пожалуйста, вот сейчас я открою. Видите, как красиво? Как красиво, да? Это весной, летом можете приезжать смотреть этот ЮНЕСКО
Да, не видно. Потому что против солнца она снимает. Ну все, ребят. Потом домой приеду, выложу. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я постоянно всех смотрю, пилотов смотрю, Эльвиру с Узбекистана смотрю, россиян, немцев, всех смотрю. Потому что я советский человек, я всех люблю, всех уважаю. Мы же братья все. Ну давайте, ребят. Едем дальше, поехали дальше. Такая у нас вот царит атмосфера сегодня. 3 января, вторник, 11 часов утра.